Разработанная в Израиле технология позволяет лечить ожоги и повреждения кожи без боли. По словам изобретателей, спрей из полимерных наночастиц снижает боль и способствует быстрому заживлению. С подробностями Анастасия Дмитриева. Израильские ученые заявляют, что научились наращивать людям кожу. Революционный метод подразумевает нанесение на поврежденные участки тела специального спрея. Профессор Йозеф Хаек, который консультировал израильскую компанию «Наномедик» при разработке аппарата, говорит, что все это чем-то напоминает научную фантастику. Мы накладываем пациенту повязку, но не дотрагиваясь до него, не причиняя боли. Человек иногда даже не видит, что мы делаем, и только к концу лечения он может заметить очень-очень тонкий слой. Закрыв поврежденные места, мы уменьшаем боль и повышаем эффективность лечения. В аппарат под названием Spin Care, похожий на большой игрушечный пистолет, загружают ампулу с жидкостью из полимерных наночастиц. Они настолько мелкие, что струю даже не видно. Только спустя некоторое время на коже появляется белое пятно, которое оказывается тонким слоем искусственной кожи. Помимо этого, вещество содержит антибактериальные средства, которые защищают от инфекций. Образовавшуюся пленочку нельзя мочить в течение 24 часов после нанесения. Потом она может держаться от 2 до 3 недель. Для 30-летнего электрика Ави Ротенберга инновационное лечение стало спасением. Он попал в больницу с сильным ожогом руки в октябре 2018-го и уже спустя несколько дней понял, что не сможет выносить ужасную боль, которую испытывал дважды в день при перевязке. После 5 дней мучительного традиционного лечения сотрудники больницы испытали новинку в деле. Я очень доволен. Это по-настоящему спасло меня от сильной боли, и поврежденная зона зажила, а рану не приходилось все время тревожить, открывая и закрывая ее. 9 аппаратов разослали для тестирования в больницы Израиля и Европы, где, по словам создателей, Spin Care стал активно применяться. Наномедик планирует выпустить товар на рынок в середине 2019 года. Сначала в Европе, а после получения необходимых лицензий в США.